народа. Вот мы хотим того, чтобы во власти Крыма, в парламенте, в исполнительных структурах также были представлены представители нашего народа, как коренного народа, которые лучше понимают многие моменты. Вот, к сожалению, в этом вопросе мы пока не можем найти согласия, и действительно нам очень сложно. И вот вы говорили, вам понадобилось 4 года, да, по-моему, чтобы прийти к неким компромиссам. Нас, к сожалению, такого времени, я так понимаю, нет. Если посмотреть, как проживают крымские татары, хочу сказать такую фразу, что те блага цивилизации заканчиваются там, где начинаются места компактного проживания. Возьму один из микрорайонов в городе Симферополе. Стоит школа, Крымско-татарская национальная школа, вернее стены. Она уже строится более 15 лет. На эту школу смотрят уже как памятник. Вот таких проблем очень много существует. Нет детских садов, национальных детских садов. Нету школ. О чем Ахтемагат сказал, 15 это ничтожно мало. Нету даже в классах часов крымско-татарских. Отрадно другое, что это мое, как депутата городского совета, мое наблюдение, 85-90% семей дают высшее образование своим детям. То есть во главе угла поставили образование. Это отрадно. Несмотря ни на что, для нас очень важна наша государственность, крымско-татарская территориальная автономия. Для чего мы и созвали второй Курултай в 1991 году. Это наш национальный парламент, где и создали представительный орган Меджлис, который защищает и представляет в органах исполнительной власти крымских татар. Очень приятно, что наши коллеги, наши соотечественники, несмотря на все эти вышеперечисленные трудности, все-таки пытаются защищать свой народ, идут в советы. Сегодня 1000 депутатов районных, поселковых, городских, Верховного Совета от крымско-татарского народа. Это тоже отрадно. Я в свою очередь хочу сказать, вот сейчас вопрос поднялся о языке, о религии. Нас очень связывает, тесно связывает наша религия. Депортация Крыма, это которое было в 1944 году, когда депортировали крымско-татарский народ, народ за 15 минут не успевал брать с собой ни еду, ни пищу в дорогу. Загоняли в вагоны. Народ тогда в первую очередь брал Коран, чтобы сохранить религию. Вот народ наш, когда депортировали кого в Урал, кого в Узбекистан, кого в Киргизстан, благодаря тому, что преклонялось исламу, Корану, они выжили, они выстояли, они вернулись. Но, увы, сейчас так получилось в Крыму. 56% русского населения, 24% украинцев и 12% крымско-татарского населения. Вот сейчас мы оказались в составе другого государства, уже вы оказались, мы здесь живем раньше вас, и знаем это государство гораздо лучше вас, потому что за 200 лет до вас мы еще тут приспосабливались. Я думаю, что нам необходимо обдумывать и вот такие вопросы, что взаимное сотрудничество может базироваться и на общих идеологических вещах, в том числе, может быть, нам еще раз вернуться к проблеме о том, что из себя представляет татарская общность как таковая. Потому что мы знаем, что есть сибирские, астраханские татары, крымские, казанские там и так далее. Хотя мы все вышли из Золотой Орды. И я даже могу сказать, что вы больше золотоордынцы, чем мы, потому что у нас есть существенно булгарский компонент, а вы чисто золотоордынцы фактически, как бы сказать, коренной народ Золотой Орды. И поэтому в этом плане вот формирование самой национальной общности заслуживает внимания, мне кажется. Как вот нам идеологически будем преподносить все эти вещи. Это же должно быть написано и в учебниках, и наши дети должны знать, как наши предшествующие поколения идеологов конструировали нацию. Вот это вопрос о государственности. Я это абсолютно хорошо понимаю. Но этот вопрос нельзя решить, на мой взгляд, за один шаг. Потому что ситуация в Крыму сложная. И, естественно, вот в процессе присоединения молниеносного Крыма
там к власти пришли радикальные круги, с которым вам трудно будет найти общий язык. Поэтому надо общаться на широком российском пространстве тоже. И здесь наша помощь, наша поддержка вам будет очень важна, потому что мы имеем более обширный опыт выстраивания отношений. И у нас контакты очень широкие. Вот просто, может быть, вам это незаметно, фактически во всех регионах России татары имеют важные позиции. Там много бизнесменов, которые связаны с местными политиками. У них есть своя поддержка. И через Татарстан вы можете найти контакт со всей Россией, в принципе. Но для этого необходимо нам теснее общаться. Справедливо среди приоритетов отметили наряду со статусом, конечно, вопросы, связанные с сохранением и дальнейшим развитием языка, культуры, образования и науки. Я хотел бы попросить вас и довести до ваших сведения, чтобы как можно скорее мы с вами наладили соответствующие контакты. Сегодня Казанский федеральный университет и, в частности, наш институт филологии и межкультурной коммуникации имеет все ресурсы, всю необходимую базу для вот этого сотрудничества. Мы готовы к такой работе и с удовольствием хотели бы с вами работать. И еще одна информация я руководителям делегации передам. Благодаря поддержке нашего президента Рустама Гагаревича Мимиханова мы в конце 2013 года выпустили первый номер нашего международного научного журнала «Татарика». Здесь отражается язык, материалы по языку, литературе, истории, культуре татарского народа, не только казанских татар, но и всех татар. Поэтому хотелось бы, чтобы вузовские работники, научные сотрудники крымско-татарского народа также сотрудничали с нами еще и в этом направлении. На этой встрече не было стремления приукрасить или сгладить реальную ситуацию. Коллеги объясняли, в каких условиях они действуют, как собираются жить и чего хотят. Ни разу не возник вопрос об отложенном подписании договора между Конгрессом татар и Меджлисом. Ничто не мешает взаимодействию общественных структур, особенно в организационных вопросах, идеологической и просветительской работе. Несмотря на все сложности жизни, хотелось смотреть на жизнь крымских собратьев глазами молодых, с надеждой, пониманием всех трудностей и светлых сторон жизни. На этой встрече работала большая группа журналистов из Крыма, опытных сотрудников редакции, среди которых была и молодая журналистка София Абляева, корреспондент телеканала АТР. Біз Қырымдан келдік, Түневен келдік, Симферопольден, Ахметжеттен келдік. Мен АТР телеканалының корреспонденті, мен заманда çalışам. Заман бұл хаберлер ақында бір информацион меркез. Біз мұна бұйық бір делегациясынан бір 30 инсан Қазанға келдік. Мында енді бірқач күн кезежеміз, зияретлерде буланажамыз. Чоқысымыз Қазанда бірінші кере. Ал азырда зияретімізді пек бегенеміз. Бізге де Қырымға келіңіз, сізні де көрмеге мемнун олажамыз. Есть надежда, что лидеры казанских и крымских татар смогут проводить такие встречи регулярно, и они помогут этническим сообществам России конструктивно сотрудничать друг с другом, местными, региональными и федеральными органами власти и международными организациями.